Слава нашему Господу! Слава Иисусу Христу! Аминь! Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Слава Господу! Когда Слово Божье нам говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же, и мы это повторяем, это не просто так. Знаете, человек сегодня есть, а завтра его может не быть. Сегодня может человек дать обещание, а завтра он может быть не в состоянии, чтобы исполнять то, что он обещал. Сегодня человек есть, имеет состояние, может власть иметь, но сегодня это все проходящее. Тот, который вечно пребывает, обещание свое исполняет. Тот, который обещал и делает, и никогда не оставит и не покинет, это наш Господь Иисус Христос. Слава Богу! Поэтому мы Его прославляем, величаем, превозносим, следуем за Ним и служим Ему. Отец, мы Тебя благодарим за Твое Слово. Хвала Тебе, слава Тебе, величие Тебе, поклонение Тебе. Научи нас Слову Твоему, говори нам, Господь, и дай нам слышать Твое Слово, и разуметь его, Господь, и исполнять волю Твою, живя по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я большой привет передаю от Владикавказской христианской церкви. И большой привет от моей жены и от моей семьи. Да, пусть Бог вас благословит. Спасибо. Обязательно передам. Хорошо. Итак, я хотел бы, знаете, иногда, когда думаешь, понимаешь, что надо много молиться. Кто согласен, что много молиться? Не стесняйтесь руки поднимать, потом я не спрашиваю вас лично. Кто знает, что надо много читать Слово Божье? Много нужно. Кто знает, что надо идти благовествовать всей твари, всем людям? Все, да? И кто знает, что надо почаще и побольше поститься и молиться надо? Вы что, уже начали смеяться, не пойму почему. И мы это все знаем, правильно же? Кто знает, что рано утром надо встать, пока птицы не проснулись, и чтобы прославить Бога, благодарить Бога. Кто знает, что это очень хорошо. Да, и знаете, и в течение дня пребывать в Божьем присутствии, и в общении с Богом. Кто знает, что это надо? Надо. А кто это делает? Вы все делаете. Слава Богу! И вы знаете, я вот думаю, и все равно мне кажется, что мало я делаю. И хочется еще больше молиться. И как только начинаешь молиться, молишься, иногда на языках молишься, а твои мысли вообще где-то далеко. У вас бывает такое? Ну ладно, вы все весь день молитесь, наверное, у вас не бывает. У меня одного такое. И иногда ты знаешь, что читать надо, открываешь Библию, читаешь, но просто ты буквы перебираешь, и ничего сюда не доходит. Бывает такое. И потом я расстраиваюсь, чего я невнимателен, почему мои мысли не собраны. Хочется благовествовать, всех людей покаять вокруг, и чтобы все, церковь, бум, она выросла, стала там в 2-3 раза больше. Кто этого желает? Чтобы люди вокруг покаялись. Но когда дело доходит, чтобы благовествовать, и что-то ноги не ходят, и уста что-то они промолчали, и потом думаешь, ну зачем почему я не могу это делать, почему я больше не могу молиться, почему я больше не могу больше читать, не могу еще больше поститься, чтобы приблизиться к Богу. Что же это происходит? Иногда говоришь, все, я больше не буду отвечать
злом на зло, и ругательством на ругательство, и потом что-то, раз, два, три, и ты хочешь, не хочешь говорить, но ты понимаешь, что ты уже говоришь. Опять у вас не бывает. Ты не хочешь как-то поступать по-другому, ты хочешь, я глух и нем, кто-то говорит, я буду молчать. Но иногда так не молчается, или как сказать правильно. Знаете, иногда думаешь, мысли такие приходят. Что-то Бог от меня всегда чего-то больше требует, думаю. И кажется, ты пашешь, еще мало. Устаешь. Но вы знаете, когда понимаешь немножко по-другому, все старание, вся беготня и все то, что мы пытаемся сделать, и в поте лица добывать признание у Бога. Весь наш труд приходит к концу, когда мы осознаем следующее. Давайте откроем послание к Галатам, 2 главу, с 19 по 21 стих буду читать. Послание к Галатам, 2 глава. Послание к Галатам, 2 глава, с 19 по 21 стих. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вот из этого местописания я хотел бы выделить 3 пункта и об этом поговорить. Первое. Христос возлюбил меня и умер за меня. Второе. Я сораспялся Христу. Третье. Не я живу, но живет во мне Христос. Первое. Это Христос возлюбил меня. Любовь Христа, она неизменная. Любовь Христа не уменьшается, не увеличивается. Иногда мне кажется, чем больше я молюсь, тем больше меня Господь любит. Чем больше я от чего-то храню себя, тем увеличивается Его любовь, по шкале вверх идет. А если там с женой немножко поругался, понимаешь, и шкала начинает уменьшаться, у меня настроение тоже начинает уменьшаться. Но понимаете, любовь Христа, первое, несколько характерных черты, какая у него любовь. Первое, любовь Христа, она неизменная. Она не меняется. Как была вчера, такая и она сегодня. Как я покаялся, Иисус меня принял. Так же Он меня любит. Независимо от того, что я для Него что-то сделал или не сделал. Почему? Потому что я Сын Божий. У меня есть 2 сына, 19 и 16 лет. И я их люблю, но их люблю по-особенному. Не одинаковой любовью их люблю, понимаете? И этого люблю, и другого люблю, но любовь как-то имеет разницу между ними. И у меня любовь к ним не уменьшается. Иногда они проявляют непослушание. Но из-за этого я их не выгоняю. Все, ты не мой сын, ты не послушен. Я не говорю такого. Но я пытаюсь и помогаю, чтобы они были послушны, потому что им это надо. И любовь Христа, вот она неизменная. Евангелие от Иоанна 13:1. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире,
до конца и возлюбил. Слава Богу, до конца возлюбил их. Поэтому любовь Христова, она неизменная, не меняется. Иногда кажется, что неужели Бог перестал меня любить? А мы измеряем Божью любовь тем, что у нас есть или нет. Этим невозможно измерять Божью любовь. Божья любовь, она не меняется. Иисус, как любил своих учеников, Он до конца их возлюбил. Слава Господу. И второе, любовь Христа, она божественная, она не человеческая. Поэтому Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 19 стих. От Иоанна 15:9. 15:9. Любовь Христа божественная. Она говорит, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Человек сегодня любит тебя, а завтра может ненавидеть. Встречали такое? Бывает? Бывает, сегодня человек приветствует тебя, а завтра он может пройти мимо. Потому что это люди, это человек, натура человеческая, она греховная. Потому что люди приняли, наследовали грех Адама и Евы. Поэтому зло живет в человеке. Пока человек не удалит это зло, этот грех, покаянием и принятием Иисуса Христа в свое сердце. Когда Иисус приходит в сердце человека, эта греховная природа, она отступает. Слава Богу. Аминь. Итак, божественная любовь Христа. Третья. Первая любовь Христа неизменная. Вторая божественная. Третья, она жертвенная. Любовь Христа жертвенная. Евангелие от Иоанна 15:13. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Нет больше этой любви. Это самая наивысшая любовь. Больше этой любви нет ничего. Как если кто взял свою жизнь, положил, умер за своих друзей. А этого сделал Иисус Христос. Слово Божье говорит, может быть, за доброго человека нашлось бы человек, кто бы отдал свою жизнь за него. За доброго, за хорошего человека. Но за таких людей, как мы, за грешников, за злых, за завистливых и так далее, кто мог бы отдать? За меня точно никто бы не отдал жизнь. Кем я был раньше. Может, сейчас найдется, не знаю. Но все равно никто бы не отдал. Представляете, любить тех, которые тебя ненавидят. Любить тех, которые убивают тебя. Это может только божественная любовь, потому что Бог есть любовь. Его любовь, она безусловная. Люди тебя могут любить за какие дела твои, за какие-то поступки, или что-то дал, или что-то сделал для них, или как-то относишься по-особенному к ним. Они взаимностью могут показать, и то бывает не все. Но если ты у них что-то отнял, если ты их унизил, если ты их избил, если на них плевал, они будут тебя любить? Конечно, нет. Потому что не заслужил. А Христос нас возлюбил незаслуженно. Его любовь, она безусловная. Его любовь жертвенная. Христос нас возлюбил. И знаете, Римлянам 8 глава, 38 стих говорит. Римлянам 8:38. Любовь Христова, она неразлучна. Никто нас не разлучит. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Ничто и никто не может отлучить нас от любви Божьей. Слава Господу! Бог нас любит. Иисус отдал свою жизнь за нас. Поэтому апостол Павел говорит, Христос возлюбил меня. И в результате его любовь ко мне, Он отдал свою жизнь за меня. Он не только на словах меня возлюбил, Он меня возлюбил
на деле. И Он отдал свою жизнь за меня. Второй пункт здесь, и я хочу сказать, что Господь любит каждого человека. И каждого человека Он принимает. Он нелицеприятен. Принимая одного, второго не отвергает. Прощая одного, второго не оставляет грешником, когда человек обращается. Исцеляя кого-то, не оставляет больных других людей. Господь одинаково относится ко всем нам. Слава Богу. И второе, апостол Павел нам в этом месте Писания говорит: «Я сораспялся Христу». Римлянам 6 глава, 4 по 6 стих и 11 стих прочитаем. Римлянам 6, 4, 6 и 11. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Аминь. Апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу». То есть, как Иисус взял на себя мои грехи и умер за меня, чтобы я не остался грешным, и чтобы дьявол и бесы, они не имели доступ ко мне, и чтобы зло не господствовало в моей жизни, и чтобы я не умер, не оказался в аду. Но Иисус взял на себя мои грехи и умер за меня, заплатил за мою жизнь, заплатил за мои грехи, заплатил за мои исцеления, за мое здоровье. Иисус Христос отдал свою жизнь. И я, говорит апостол Павел, взамен, как Он умер, приняв на себя мои грехи, я, говорит, сораспялся, то есть я умер вместе с Ним для греха. Теперь, говорит, грех не господствует в моей жизни. Я не хочу грешить. Когда Иисус войдет, знаете, я раньше думал до покаяния, хотел так прийти к Богу. Я свидетельство свое рассказывал, но я был обманут. То есть у меня были мысли: как же ты можешь прийти к Богу со своими сигаретами, со своим алкоголем и так далее. Давай сначала бросай то, другое, третье, четвертое, и потом чистеньким придешь к Господу. Но я не мог ни то, ни другое, ни третье оставить, поэтому я думал, все, застрял. Я опустил руки и думал, у меня к Богу уже дороги нет. Уже дороги нет. Та счастливая жизнь, которую я жил в детстве с Богом, те сны, которые Бог мне давал, и я уже, наверное, больше их не увижу, не поживу этой жизнью. Но однажды, как Бог благ, Его любовь продолжается. Его любовь продолжается. Я ушел в мир, но Он не переставал меня любить. Однажды утром я проснулся с таким словом, которое я с детства читал, что Иисус говорил: не праведных пришел я искать, но призвать грешных к покаянию. Ох, как мне это пронзило, это слово. Как мне понравилось. Я сразу вспомнил женщину, которую хотели побить камнями. Поймали, говорит, прелюбодеяние эту женщину. А ты что скажешь, Иисус? Иисус наклонялся, что-то писал. И потом поднял голову и говорит: кто из вас безгрешен, пусть бросает первым камень. А все оставили свои камни, потому что грешники. Представляете, грешники хотели убить грешного. И они оставили камни и ушли. Иисус, когда поднял голову, и никого не было, кроме этой женщины. Женщина, где твои обвинители? Она ему говорит: их нет, Господи. Единственный, кто мог это сделать, обвинять ее, осуждать ее, безгрешник, это был Иисус Христос, Сын Бога Живого, Святой Бог. Иисус ей говорит:
и я тебя не осуждаю. Иди с миром, но больше не греши. Я понял. Я понял, что Господь, Он меня не отвергает. Я понял, что если я покаюсь сейчас, Бог меня примет. Слава Иисусу Христу. Потому что Он умер за меня. Единственная проблема была у меня. Как же с моими грехами? Сам по себе не избавишься от греха. Но когда мы сегодня пели песню, ты ждешь, когда я приду, чистеньким, безгрешным. Не можешь безгрешным быть без Него. Ты ждешь, когда я приду, таким, какой я есть. К Богу мы приходим такими, какими мы есть. Слава Иисусу. И Он нас прощает. Это Он очищает нас. Это Он удаляет грехи наши. Это Он больше не вспоминает наши грехи. Он дает нам прощение. И Он дает нам желание, чтобы мы жили праведно. Чтобы мы не захотели больше грешить. Когда я покаялся перед Господом, принял Иисуса в свое сердце, я сказал, я тот грешник, за кого ты пришел, Иисус. Я тот грешник, который нуждается в тебе. Я не могу сам освободиться от всего этого. Поэтому, Господь, помоги мне, ты мне нужен. Я его принял. И с того момента я больше не захотел курить, не захотел пить. Не захотел жить так, как я жил раньше. Слава Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Если у кого из вас получилось сначала чистулей быть и прийти праведными, с маленькими крылышками и так далее, у меня так не было. Я со всем багажом греха, я пришел к Нему. Я сдался, Господи, помоги мне, говорю, я вот пришел. И Он меня принял. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Аминь. И поэтому апостол Павел говорит о себе. Я был гонителем церкви. Таких людей, как вы, он арестовал, убивал и так далее. И он этим думал, что он служит Богу. Но однажды, когда Иисус встретился с ним, Саул, Саул, почему ты гонишь меня? Ты кто, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. А что мне делать? Все, эта встреча с Иисусом пришла, и Савл изменился, стал апостолом Павлом. И все то, что было у него до того момента, он посчитал, что это все не то, что мне нужно было. У него было знание, он был ученым. У него родословие богатое, хорошее. И он был фарисеем из фарисеев. И много положительных моментов, чем мог хвастаться этот человек, у него было все. Но он сказал, я все, к чему стремился раньше, я понял, говорит, что это мусор. И собрал, и мусорный бак бросил. И говорит, теперь Иисус, главная цель моей жизни. Как Он умер за меня, я распялся со Христом. Я умер, говорит, для греха. Умер это не просто взять и себя убить. Нет, конечно. Это говорит, считайте себя мертвыми. То есть посвящаешь полностью свою жизнь Господу. Как Он умер за меня, я умер для греха. Я буду жить для Него. Это решение, которое мы принимаем. А чтобы по решению, которое мы приняли, жить, Господь дал нам благодать. Господь дал нам силу. И чтобы мы могли жить для Него. Слава Иисусу Христу. И те, которые Христовы, распяли плоть со всеми страстями и похотями. Галатам 5:11. И также Слово Божье нам говорит, 2 Тимофею 2:11, 2 послание Тимофею 2:11. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Умереть со Христом, это значит умереть для греха, умереть для мира. Когда человек умер, все, он умер. Если станешь возле гроба, хвали его сколько хочешь, никакой реакции.
Если тебе не стыдно, ругай его, никакой реакции. И что угодно делай с этим человеком. Он умер. Но часто мы говорим, я сораспялся Христу, я умер для греха и так далее, и так далее. И в церкви мы провозглашаем много, это слава Богу. А домой приходим. А дома ты умер для греха. А дома ты сораспялся Христу. Как ты обращаешься со своей женой? Как ты обращаешься со своими детьми? Как ты обращаешься со своим мужем? Настоящая смерть для греха и для себя, для моего «я» великого показывается где? Дома. Дома. Когда-то моя жена говорит, Тедрос, ты в церкви один, а дома другой говорит. Неужели думаю? Ты правда говоришь? Конечно, говорит, лицемер. На конференции епископ поделился. Люби, мне очень понравилось. Люби, говорит, свою жену. Люби свою жену очень сильно, говорит, чтобы она о тебе не говорила ничего и никому, чтобы она молчала. Я такого еще не слышал. Но мне было смешно, потому что и удивился такому высказыванию, потому что это меня касалось конкретно. Почему? Потому что если моя жена будет рассказывать вам все, что я дома говорил или говорю, вы, наверное, вы меня не слушали. Но знаете, это процесс. За один раз человек не может меняться. Но это решение мое. Я не хочу жить, как я жил раньше. Я не хочу отвечать злом на злом. Я не хочу отвечать ругательством на ругательство. Как Иисус взял грехи мои, умер за меня, я умер для греха. Я умер для своего «я». Знаете, когда человек не стремится, чтобы его хвалили, чтобы превозносили его, и чтобы о нем говорили. Понимаете, мое «я» это нам мешает. Если есть мое «я», чтобы меня хвалили, меня поблагодарили, мне давали, ко мне приходили и так далее, это «я», оно мешает нам. Нам же мешает, это не Богу мешает. Мы иногда люди говорят, я не хочу Богу мешать. Да ты никак Бога не помешаешь. И ничем. Но можешь помешать себе, чтобы Господь не мог тебя благословлять. Бог всегда благословляет и благословил нас. Но я могу себе помешать, чтобы это благословение, его благо не пришло ко мне. Поэтому второй апостол Павел говорит, первое, Христос возлюбил меня и отдал свою жизнь за меня, умер за меня. Второе, он говорит, я сораспялся Христу. И третий пункт, он говорит, теперь говорит, не я живу, но живет во мне кто? Еще раз. Христос. Вы не обедали. Надо было немножко пораньше прийти. Супчик здесь вкусный делают. Кто живет? Христос. Апостол Павел говорит, я сораспялся Христу, физически, да, я не умер. Я дышу, вижу, слышу, хожу, что-то делаю, но я умер для греха. Теперь говорит, во мне живет Христос. Третий пункт. Не я живу, но живет во мне Христос. Слава Иисусу. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 23 стих говорит. Евангелие от Иоанна 17:23. Я в них, и ты во мне, Отче. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Слава Иисусу Христу. Христос живет во мне. Богу нужно не то, что я в поте лица стараюсь что-то делать для Него. Или каким-то образом пытаться заработать какие-то оценки, как в школе. Чтобы он мне поставил 5 или 5 с плюсом. Не дай Бог, чтобы двойки не были. Бог не этого желает от меня. Бог хочет, чтобы я его любил.
И чтобы я его принял как отца своего. И чтобы я любил его всем сердцем, душой, разумением. И чтобы я себя принимал как Сына Божьего, а не как чужого, а не как отверженного, не как двоечника, не как тот, которого отвергают и пытается подняться по лестнице, что-нибудь делать, склоняться сколько раз, чтобы Господь меня принимал. Это не Божье Слово. Бог меня принял. Я был далеким из-за моих грехов. Иисус своей кровью, своей смертью, Он меня приблизил к Богу. Я был чужим для Бога. Почему? Потому что я был во грехе. Но через кровь Иисуса Христа, через Иисуса я стал родным сыном для Бога. Слава Иисусу Христу! И поэтому, что Бог от меня ожидает? Бог хочет видеть во мне кого? Своего Сына Иисуса Христа. Потому что это об Иисусе Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И чтобы Отец мог сказать в мой адрес: Иисус Христос должен нарисоваться во мне. Иисус должен жить во мне. Я во Христе, Христос во мне, Христос в Боге. Аминь. Аминь. Знаете, когда апостол Павел говорит, что я сораспялся Христу, умер для греха, живу для Иисуса, Иисус живет во мне, теперь не я живу, но Он живет во мне. Христос живет во мне. Чем же выражается то, что Иисус живет во мне? Как? Живет ли в вас Христос? Аминь. Живет Христос. Смотрите, когда мы покаялись, приняли Иисуса Христа, конечно, Иисус говорил своим ученикам в Евангелии от Иоанна 14:20. От Иоанна 14:20. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. В тот день. Когда? Когда пришел Дух Святой. Что Иисус Духом Святым пребывает в них. Пришел. Иисус сказал: я иду к Отцу, но приду опять, буду в вас. Каким образом? Духом Святым. Итак, каждый верующий верит, что Христос живет в нем. Верим? Верим. Даже в воскресной школе маленького спроси: где Иисус? Он покажет на свое маленькое сердечко, что Иисус живет в его сердце. Это истина или нет? Да, аминь. Но понимаете, Иисус живет во мне. И однажды моему младшему сыну было где-то 4 года, и он мне говорит: папа говорит, Иисус же во мне живет. В моем сердце. Я ему говорю: да. И он мне говорит: я думал, что он обрадуется. Он говорит: это же нечестно, говорит. Это, говорит, нечестно. Я говорю: как нечестно? Но, говорит, а он любил бегать. Он бегал постоянно, он такой шустрый. И это же нечестно, говорит, он там живет, заперт, ему бегать, он не может бегать, он не может ходить, не может что-то делать. Он там, говорит, заперти, говорит. А у меня откровение. Через детей слушайте внимательно. Через них Бог много нас учит. Учит через детей прощать. Через детей нас научает любить. Сейчас накажи ребенка, через 5 минут тебя обнимает, целует. А кто из взрослых такое делает? Год жди, если то получится. И знаете, у меня откровение. Я ему говорю: да, Самик, ты правильно говоришь. Это нечестно, чтобы Иисус был там запертый. Ему же хочется идти с людьми разговаривать. В Библии же мы читаем, что Иисус исцелял больного, изгонял бесов от людей, слепому дал зрение, хромому дал бегать. И это все он делал, это же хочет делать, это имеешь в виду. Да, говорит, он там заперт и нехорошо. Ты знаешь, можно этот вопрос решать. Он мне говорит: как? Ты знаешь, когда ты идешь, рассказываешь в садике своему другу об Иисусе и приведешь его сюда,
Значит, когда ты идешь и рассказываешь об Иисусе, ты Иисусу даешь говорить через тебя. Если ты видишь больного, и ты не постеснялся, и предложил помолиться за него, и ты молишься, и он исцеляется, Иисус, который в тебе, он исцеляет его. Если ты видишь голодного человека, и ты приносишь хлеб и даешь ему, Иисус, который в тебе, Иисус же накормил людей много. Да, Иисус через тебя кормит, Иисус же в тебе живет. Он понял. Я в церкви проповедовал так, но Самик на следующее воскресенье своего дружка привел из садика 4 года тому. И пришел ко мне, папа говорит, Иисус во мне живет. Вот своего друга привел, познакомься. Представляете, и поэтому Слово Божье говорит, будьте как дети. Сказано, сделано, все. А в то воскресенье никто из взрослых никого не привел. А Самик привел своего друга. Поэтому, когда Иисус живет во мне, это не значит, что Он где-то занимает где-то 1/10 место и где-то живет в своем углу, а я живу как хочу, а иногда, когда мне надо куда-то ехать, Иисус, давай пойдем вместе, потому что мне охрана нужна, понимаете? Я говорю, Иисус, пойдем туда, потому что мне деньги нужны на самолет или на что-то, на гостиницу. Или я ему говорю, Господь, помоги мне в этом, это хочу я делать, потому что я не могу сам это сделать. Или что-то на меня нападение, зову Иисуса, чтобы он кого-то наказал или что-то делал. Это нечестно. Это нечестно. Не об этом Слово Божье говорит. Иисус живет во мне. Я не живу. Живет во мне Христос. Аминь. Живет во мне Христос. Когда Христос живет во мне, это значит, живет через меня. Мои руки, это Его руки. Они что делают? Благословляют. Они поднимают того, кто упал. Они благословляют тому, кто что-то надо. Они кормят голодного, одевают нагого. Понимаете? Мои ноги становятся Его ногами. Я иду туда, куда Иисус хочет идти. Где есть нужда. Вот в воскресенье мы собираемся, прославляем Бога, молимся, поклоняемся. Отлично. А завтра с понедельника до субботы, где вы находитесь? Где мы находимся? Иисус призвал своих учеников и отправлял их по 2 туда, куда сам хотел идти. Если Иисус действительно живет во мне, а куда Иисус хочет идти? В воскресенье в церковь и потом домой. Следующее воскресенье в церковь, опять домой. Потом на работу, опять домой. На учебу и домой. Кто живет? Иисус живет. Ответьте сами. Кто живет в нас? Но я не говорю, что мы не должны работать или учиться. Конечно. Но когда мы идем на работу, когда Иисус во мне живет, я иду на работу, и чтобы на работе показать Иисуса. И чтобы я работаю, да, но одновременно с своим соработником я говорю об Иисусе. Если кто-то учится, идет на занятие, не просто учиться, да, он учится, но одновременно он является светом. Он рассказывает об Иисусе. Идешь на рынке покупать. Я когда на базар иду покупать, я людям говорю, вы слышали хорошую новость? Я в прошлый раз говорил одной. Она мне говорит, какую? Коронавирус, говорит, я слышала. Нет, какой коронавирус? Это уже старая новость, говорю. О том, что Бог вас любит. Она уже все. Откуда ты знаешь? Я этот вопрос часто использую. Я говорю, я знаю. Допустим, я говорю, если бы я приговорен был к смертной казни, а нашелся бы кто-нибудь, чтобы за меня жизнь отдать. Это любовь или нет, говорю. Ах, за меня никто жизнь не отдаст, говорит мне женщина. Но я ей объяснил, Бог не такой, не человек. Иисус отдал свою жизнь за нас. Слава Иисусу Христу. Она поверила, я покупаю у нее. Я ей благовестию, и у меня мотив правильный. Поймите меня.
Мотив правильный, это не для того, чтобы она дешевле мне продала. Иногда верующие рассказывают о Боге, о своей вере, чтобы кто-то им уступил или что-то. Я вам рассказывал, что я когда-то таксовал. Когда верующие заходят, и я начинаю благовествовать, они мне говорят: о, ты верующий, классно и так далее, и все, они не платят, уходят из машины. Я говорю: кто из этих людей верующие, которые мы называем неверующие? Если ты пастор, уже все, если ты верующий, тебе не надо платить. Я когда в такси захожу, если я вижу человек верующий, и мне благовествует, я буду слушать его внимательно. И один мне так попался, в конце я ему сказал: я верю в Бога. Он потому что к покаянию меня призывал. Я ему говорю: спасибо тебе, дорогой, я верующий. Я ему вдвойне больше заплатил. Он говорит: нет, если ты пастор, говорит, ты мне не должен платить. Кто так сказал? Наоборот, я хочу тебя благословить. Я хочу, чтобы у тебя были деньги. Я хочу, чтобы ты дальше благовествовал, чтобы ты дальше служил Господу. Аминь. Понимаете, когда Христос живет во мне, Христос живет во мне. Не я живу, а Христос. Когда я живу, я знаю, знаете, я людей особо не любил раньше. И много было, что я не хочу вам рассказать, чтобы имидж свой перед вами не портить. Иначе многие вы меня не воспринимали таким, как вы любите меня сейчас. Поэтому любите меня дальше, пожалуйста. Но я был совершенно другим человеком. Знаете, но когда Иисус пришел в мою жизнь, я научился любить людей. Я сильно любил мстить людям. Но Господь научил меня прощать. Когда Иисус начал жить во мне, я, когда видел больных людей, у меня сострадание появлялось. Когда раньше я видел люди пьяные, они, особенно у нас на родине один был сосед, он часто пил, и когда дождь, какая-то лужа, я потом уже знал, он там будет лежать вечером. И как постоянно он оказывался там. Или ему жарко, или, кажется, ему море, не знаю. Я его осуждал: вот так тебе надо, меньше пить надо, зачем ты пил? Я праведник, понимаете, я осуждал. Я сейчас, оглядываясь назад, тогда, даже когда я ходил в церковь, Христос не жил во мне. Не жил. То есть он был во мне, но через меня он не жил. Настоящую жизнь, когда мы позволяем Христос жить во мне, я не осуждал бы этого человека. У меня было бы сострадание. Я бы как-то постарался бы ему помочь, чтобы он не простудился. Я бы как-то дал бы одежду, чтобы он переоделся. Я бы как-нибудь помог ему. Вы знаете, один человек, я служил в церкви, это было в городе Харькове. И я ходил по улице, один ко мне подошел, и за мной бегает, и держит меня: дай мне, говорит, на пиво. Я к нему повернулся, я ему сказал: я верующий, говорю, не могу дать тебе на спиртное. Он мне говорит: хорошо, что ты верующий, говорит, но дай мне, я умираю, говорит, мне похмелиться надо. А я ему сказал: пить вообще это, говорю, грех. Поэтому не пей, я тебе советую. Представляете, он мне говорит: я тебя прошу, дай мне. А я ему не дал. Я ему сказал: хочешь, я расскажу тебе об Иисусе, чтобы ты принял Иисуса, и ты был здоровым. Он мне говорит: ты потом мне расскажешь, сначала дай мне выпить. Я тогда служил в церкви. И знаете, я был лидером домашней группы. Я ему ничего не дал. Оставил его, ушел. Когда вечером на колени молился, этот человек меня не покидает. Его физически нету рядом, но его голос: дай мне, пожалуйста, дай мне. Я сначала отгонял: во имя Иисуса, уйди от меня, дьявол, сатана, бесы все. Но никак, ничего не уходит. Этот голос у меня звучит. Потом до меня дошло.
Что стоило бы человеку дать ему 50 рублей или 100 рублей? Купил бы я ему 50 грамм водки и выпил. Но если кто-то меня осуждает, вы меня простите. Я о себе говорю сейчас. Я бы тогда дал бы ему 50 грамм выпить. И взял бы его куда-нибудь, накормил бы нормально. И вся эта дрожь ушла бы от него, я бы мог спокойно ему рассказать о Боге. Он бы покаялся тогда. А вы представьте меня, законник. Я его осуждал. Я ему говорю, это грех пить. Хочешь, покайся. Я служитель Божий. Я деньги не дам на такое дело. Представляете? И также на радиостанции в Харькове, когда раньше я был растаманом, я вам рассказывал, длинные волосы у меня, регgae-музыки, дискотеки были. Потом уже покаялся, и еще у меня дреды были. Один из моих старых друзей по регgae дела, он мне говорит, ты знаешь, сегодня день смерти Боба Марли, основателя реггаe-музыки, но ты основание все знаешь, я тебе, говорит, даю полчаса, чтобы в прямом эфире ты мог рассказать о реггаe-музыке, о Боб Марли. Я ему говорю, не могу. Почему? Я стал верующим, говорю. Ну и что? Ты расскажи о Боба Марли, о реггаe-музыке расскажи. Прямой эфир полчаса я тебе даю, говорит. А я говорю, нет. Если хочешь, говорит, я расскажу об Иисусе Христе. Он мне сказал, но сегодня день смерти Боба Марли. О нем надо говорить. Я отказался, ушел. Но потом, сколько я сожалел. До сих пор я жалею. Полчаса прямой эфир мне давал человек. Я мог 5 минут рассказать об Боба Марли, о реггаe-музыке все вместе взятых. Остальные 25 минут я мог бы рассказать об Иисусе. Он же от меня не заведет прямой эфир. Со мной же драться никто не будет. Или я рассказал бы корень, основание всего этого движения, что такое растафарианизм, что такое реггаe-музыка, откуда это все прошло, это идолопоклонство, это все, я мог бы раскрыть это слушателям и говорить о Боге, а я, понимаете? Да, Христос жил во мне, я верующий человек, но через меня я не жил для Иисуса. Через меня Иисус не жил. Когда Христос живет во мне, мое сердце наполняется состраданием, любовью к людям, прощать людей. Не осуждаешь людей, что они идолопоклонники, или они атеисты, или они неверующие. У тебя полно сострадания. Иисус смотрел на людей, для Него они были как овцы. Овцы, не имеющие пастыря, которые идут на погибель. Но на таких же людей смотрели книжники, фарисеи, осуждали, говорят им, мытари и так далее, и так далее. Но Иисус, имея сострадание к ним, много им проповедовал. Больных их исцелял, их накормил. Иисус, Он привел их к себе. Поэтому живет ли во мне Христос сегодня? Вот это главное. Да, Иисус умер за меня, мы все верим, и нас это нравится. Иисус страдал за меня. Да, слава Тебе, Господь, мы благодарим Бога. Я распялся со Христу, немногим нравится, но приемлемо, надо. Но не я живу, говорит апостол Павел, живет во мне Христос. То, что Христос живет во мне, меняет мое отношение с Богом. То, что Христос живет во мне, я живу для Христа, меняет мое отношение с моей женой, с моими детьми. То, что Христос через меня живет, я живу для Христа, не я живу, меняет мое отношение к моему окружению, к служению, к церкви, ко всему, что вокруг меня, абсолютно меняет. Когда Христос живет во мне, и я живу для Него, Он живет через меня. Поэтому
Я хочу задать вам вопрос. Живет ли Христос в тебе? Если ты Иисуса принял в свое сердце своим Господом и Спасителем, если ты Его пригласил, Он никому не откажет, Он приходит. Покаяние и вера в Него и принятие Христа делает человека Детем Божьим. Потому что написано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если Христос живет в тебе, это хорошо. Но живешь ли ты для Христа? Апостол Павел сказал, не я живу, но живет во мне Христос. Вот одна сестра в церкви понравилась, что сказала, я нашла бизнес, чем заниматься, говорит. Я начну свой бизнес. Я говорю, это хорошо. Но слушай, говорит пастор, это не основная моя задача, говорит. Основная моя задача, чтобы проповедовать о Христе. Чтобы люди, все, кто будет вокруг меня, они будут услышать Евангелие, благую весть. Тогда я ей сказал, да благословит тебя Господь и твой бизнес. Аминь. Аминь. Цель нашей жизни какова? Живу ли я для Христа? Живет ли Христос во мне и через меня? Если Христос живет через меня, я живу для Христа. Увидев больного, мы не пройдем мимо. Увидев неверующего человека, что бы Иисус хотел делать с неверующим человеком? Что бы Иисус делал? Он бы ему рассказал Евангелие. Что бы Иисус делал, увидев голодного человека? Что бы Иисус делал, увидев нуждающего человека? Когда мы это делаем, действительно можем сказать, что Иисус живет во мне. Но понимаете, священник прошел мимо такого разбитого человека, оставил его умереть на дороге. Левит то же самое. Эти люди верующие. Они считали, что они знают Бога, служат Богу, но никто из них не оказал помощь нуждающемуся. Только самарянин, которого они считали верующим, и он ему оказал помощь. Сегодня живет ли во мне Христос? Живет ли Христос через меня? Живу ли я для Христа? Давайте склоняем наши головы. Я хочу, чтобы вы задавали такие вопросы себе. Иисус, служа 3,5 года, Он изменил весь мир. Ученики Иисуса Христа, принимая от Него служение, принимая от Него эстафету, они изменили весь мир. И до нас дошло Евангелие Иисуса Христа. Если Иисус живет через тебя, если ты живешь для Иисуса, обязательно Иисус изменит твое окружение через тебя. Иисус, живя во мне, Он меняет меня. Когда ты покаялся, принял Христа, насколько изменился твой характер? Насколько ты позволил Христу изменить твою жизнь, твое поведение? Насколько изменилась твоя речь? Насколько изменился твое мышление? Насколько изменились твои желания? Влечет ли тебя к миру сегодня? Влечет ли тебя к греху сегодня? Хочется ли тебе отвечать злом на зло, ругательством на ругательство? Делаешь ли это верующий человек, в котором живет Христос? Как ты себя ведешь дома со своими родными, близкими? Так же, как в церкви, обнимаешь, благословляешь? Задавайте себе вопрос. Давайте быть искренними, потому что быть христианином – это не быть религиозным или каким-то фанатом. Это жизнь во Христе. Это когда человек позволяет Христу жить в нем и через него. Отец Небесный, мы Тебя благодарим за Твое Слово.
Спасибо Тебе, Господь Иисус. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты нас возлюбил. За то, что Ты нас возлюбил, Иисус Христос. Твоя любовь безусловная. Твоя любовь, она не прекращается. Твоя любовь божественная, Господь. Твоя любовь вечная. Благодарим Тебя за то, что Ты нас возлюбил. И до конца нас возлюбил Иисус, что Ты отдал свою жизнь за нас. Спасибо Тебе за пролитую кровь Твою, Господь. За избитое, ломимое тело Твое, Господь. Мы Тебя благодарим. Благодарим за то, что Ты за нас жизнь свою отдал, чтобы мы обрели жизнь вечную. Благодарим Тебя, Господь. Апостол Павел сказал: я сораспят Христу. Умер для греха, для своего «я», для эгоизма, для всякого лицемерия, лицеприятия, для всякого шоу и поверхностного христианства я умер. Теперь не я живу, но живет во мне Христос. Господь, помоги нам по-настоящему умереть для греха. Умереть для своего «я», для всякого эгоизма, Господь, для всякого превозношения. Помоги нам смиряться пред Тобой, Святой Бог. И помоги нам жить для Тебя. Иисус, живи во мне. Иисус, живи во мне. Живи через меня, Господь. Помоги мне жить для Тебя, идти туда, куда Ты хочешь идти. Говорить то, что Ты хочешь говорить через меня. Делать то, что Ты хочешь делать через меня, Господь. Когда я увижу больных, помоги мне не пройти мимо, потому что Ты живешь во мне. Ты хочешь, чтобы человек больной исцелился. Поэтому помоги мне с дерзновением молиться за больного, чтобы он исцелился. Когда я вижу неверующего человека, помоги мне, Господь, рассказать ему о Тебе, благую весть, чтобы он уверовал, потому что Ты хочешь, чтобы он стал детем Твоим. Господь, помоги мне не осуждать людей, которые сегодня не живут по Слову Твоему, или у которых другие религии. Помоги мне молиться за них, Господь. Помоги мне, чтобы я сделал то, что Ты хочешь делать. Рассказать им благую весть, добрую новость об Иисусе Христе. Господь, помоги мне быть таким же верующим, как я в церкви. Таким же быть и дома. Таким же и быть с моей женой, с моими детьми. С моими родными и близкими. И чтобы я не жил двойную жизнь, Господь, помоги мне. И чтобы я действительно умер, а Ты жил через меня. И чтобы я Тебя с собой нес туда, куда Ты хочешь идти. К больным, к немощным, к нуждающимся. И чтобы я Тебя нес туда, куда Ты хочешь прийти. И говорить, чтобы через меня Ты мог говорить людям. Господь, помоги мне слышать Тебя, повиноваться Тебе, идти туда, где есть нужда. Куда Ты мне говоришь идти. Говори то, что Ты мне говоришь. Быть там, где Ты меня хочешь видеть. Помоги мне по-настоящему позволить Тебя жить во мне и через меня. Говори через меня, Господь. Действуй через меня, Господь. Делай через меня, Господь. Спасай через меня, Господь. Исцеляй больных через меня. Изгоняй бесов через меня. Разрушай зло через меня. Бог Святой, действуй через меня. Помоги мне осознать, что я умер для греха, для эгоизма, для превозношения. Помоги мне смиряться, Господь, чтобы Ты мог являть себя
через меня. Во имя Иисуса Христа. Тогда я верю, Господь. Неверующие, мои родные, близкие, увидев мои добрые дела, они прославят Тебя. Мои соседи, увидев мои добрые дела, они прославят Тебя. Мои сотрудники, увидев мои добрые дела, изменения, которые во мне, они прославят Тебя. Господь, и куда бы я ни пошел, и Ты со мной, и Ты будешь действовать и делать свою работу. Помоги мне жить для Тебя. Я хочу обращаться сегодня. Мы все склоняем свои головы, пока размышляем, как Иисус живет во мне через меня. Я хочу обращаться к тем людям. Если вы не уверены, что Иисус живет в вас, а это могло произойти только при одном случае. Если вы осознанно покаялись в своих грехах и приняли Иисуса Христа в свое сердце своим Господом, Спасителем и Богом, тогда Иисус приходит, живет в сердце человека Духом Святым. Если вы не уверены, что вы являетесь Детем Божьим, если вы не уверены, не дай Бог, конечно, если бы сегодня утром умерли, если вы уверены, что вы попадете в рай, а наоборот оказались бы в аду, в вечном огне, где место дьяволу и бесам. Если этой уверенности у вас нету, что вы Сын Божий, что вы Дитё Божие, и что вы в рай не попали никак, если у вас нету покоя в сердце, не имеете мира, и жизнь ваша не полна радости, Иисус призывает вас. Иисус говорит, придите ко мне все, без исключения Иисус всех зовет. Иисус говорит, придите все, труждающиеся, обремененные. Кому тяжело, кому трудно, Иисус зовет, приди ко мне, я успокою вас. Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Зачем несешь груз на себя? Зачем несешь грех на себя? Зачем несешь зло на себя? И пытаешься улучшить свою жизнь. Не получится. Жизнь в Иисусе Христе, потому что Он есть начало жизни. Он есть жизнь дающий. Настоящая жизнь – это когда человек соединяется со своим Творцом. Когда Бог сотворил человека по образу, подобию своему. Адам стоял как статуя, недвижимый, не разговаривал, не видел, не слышал. Но когда Бог вдохнул в него дыхание жизни, человек стал живой душою. Адам и Ева жили в раю с Богом, общаясь с Богом. Никогда они не болели, не нуждались ни в чем. Они жили в радости с Богом. Но однажды сатана обманул их. Они ели из дерева познания добра и зла, что Бог сказал, не ешьте. И когда они это сделали, грех вошел в жизнь человека, непослушание вошло, и святая природа стала грешной, вечная природа стала мертвой. Понимаете, духом человек умер, отделился от Бога, и образовалась пустота. И эту пустоту многие люди пытаются заполнять, кто-то деньгами, золотом, серебром, алкоголем, наркотиками или какими-либо другими грехами, но она не наполнится ничем, кроме Духом Божьим, потому что это место Духа Божьего. И человек не приобретет ни радости настоящей, ни покоем, ни миром, не имеет это в своем сердце, не будет иметь, если не примет Христа, Спасителя, Даятеля жизни, если не примирится со своим Творцом и не удалит грех, который отделил человека от Бога. Из-за Адама и Евы все люди стали грешными.
Но Бог есть любовь. Бог послал своего Сына Иисуса Христа. И чтобы люди не оставались грешными, не погибли, не оказались в аду, но имели жизнь вечную и пришли к Богу. Иисус на себя взял причину нашего отделения от Бога – грех. За это заплатил своей жизнью. Сегодня, конечно, человек может сказать: я не верю в Бога, я не хочу. Бог не заставляет никого. Но этот человек остается своими грехами. И грех ведет к смерти. Однажды земная жизнь завершится, этот человек пойдет в ад. Это не Божья воля, это не желание Бога. Но это выбор самого человека. Поэтому Слово Божье говорит: избери жизнь. Зачем вам умереть? Зачем вам идти в ад, говорит Господь. А если человек осознает свою греховность и примет Иисуса Христа, покаявшись в своих грехах, Дух Святой пребывает в нем. Иисус будет жить в нем. И человек становится Детем Божьим. И Бог будет принимать этого человека как своего дитя. Как наши дети живут с нами. И мы обеспечиваем всем, чем мы можем. И человек, который принял Христа, живет под руководством Божьим, под защитой Божьей, под Божьей охраной и заботой. Как наши дети являются нашими наследниками. Только дети Божьи наследуют Царство Божьего. В рай никакой грешник не попадет. Тогда Бог был бы несправедливым, выгоняя Адама и Еву из рая из-за греха. Но Бог решил этот вопрос через Иисуса Христа. Иисус взял на себя наши грехи, заплатил своей жизнью, чтобы каждый, кто будет веровать и принять Христа, стал Детем Божьим и наследником Царства Божьего. Поэтому, если вы хотите быть детьми Божьими, если вы хотите жить под защитой Божьей, под руководством Божьим, имея мир и радость Божью на этой земле, и также после земной жизни, она наступит рано или поздно. Когда смерть придет, смерть – это переход от земной жизни к вечной жизни. Тогда где ты будешь жить вечно? С кем ты будешь вечно жить? С тем, кого ты избрал на этой земле. Бога или сатану? Жизнь или смерть? Благословение или проклятие? Поэтому, если вы хотите быть Детем Божьим, пожалуйста, поднимите руки, кто хочет. И мы будем молиться. Покаяние и принятие Иисуса Христа приводит человека, делает его Детем Божьим. Кто хочет быть Детем Божьим, принять Иисуса Христа? Спасибо. Еще есть? Еще есть? Если даже, может быть, ты себя считаешь верующим человеком, извините, в том, что Бог есть, верить в том, что Бог есть, это недостаточно. Сатана тоже верит, что Бог есть, но он спасения не имеет. Почему? Потому что он не покаялся в своих грехах. Он не принял Иисуса своим Господом и Спасителем. А Слово Божье говорит о тем, кто принял Христа и уверовал в Него. Поэтому, если тебя считаешь верующим, может, ходил в церковь, может быть, читал Библию, молился, может быть. Но если ты не жил по Слову Божьему, Иисуса не поставил во главе своей жизни, не послушался Христу, Слову Божьему, и тогда какой ты верующий? Может быть, ты отступил, отошел от Бога, ушел в мир, так же, как я отходил от Бога, жил в миру. Только милость Божья, любовь Божья вернула меня к себе, к Нему. Тебе тоже надо вернуться домой, вернуться к своему Отцу. Зачем жить во грехе? Зачем открывать место, дать место дьяволу? Поэтому, кто хочет покаяться,
принимать Иисуса своим Господом и Спасителем, поднимите руки. Мы вместе помолимся. Молитва покаяния. Молитва принятия Христа Спасителя. Все мы склоняем головы наши, будем молиться сейчас. И только те, кто поднимал руки свои, только те, кто хочет принимать Иисуса Христа, на свои места вставайте перед Богом. И мы будем молиться. Слава Господу. Если еще есть, пока я не начал молиться, если есть еще другие, кто хочет примириться с Богом, кто хочет принять Иисуса в свое сердце, быть Детем Божьим, наследником Божьим. Поднимайтесь. Не стесняйтесь вставать перед людьми. Иисус не стеснялся стоять голым, висеть на кресте. Почему? Потому что ему было все равно, что люди будут думать о нем. Его заботило только одно: твоя судьба и моя судьба. Поэтому не стесняйтесь, кто хочет принимать Иисуса, покаяться в своих грехах. Вставайте на свои места, и мы будем молиться. Завтра ты не знаешь, что с тобой будет. Наша жизнь не в наших руках. Когда мы умрем, мы не знаем. Но как только человек прекратит дыхание свое, и у него этот выбор закончится, моментально перейдет в иной мир, к вечности, и чтобы жить или в раю, или в аду. Поэтому сегодня день спасения, говорит Слово Божие. Сегодня день примирения с Богом. Если еще кто-то еще есть, вы можете встать. Я начинаю молиться. Я буду произносить молитву покаяния. Почему покаяние? Потому что все люди грешны. И молитва принятия Иисуса Христа. Потому что Бог нам дал волю выбора. Не заставляя никого, Бог дал выбор. Выбираешь, принимаешь Его, Он тебя принимает. Итак, молимся, и Церковь нам помогает, повторяем молитву вслух. Слово Божие нам говорит, чтобы мы вслух, сердцем своим веруй и устами своими исповедуй Иисуса своим Господом, тогда спасешься. Сердцем верует к праведности, устами исповедует к спасению. Сердцем верит, словами, вслух надо говорить, потому что никто не будет знать, о чем ты в сердце своем думаешь, если не произнесешь своими словами. Бог сказал: сердцем веруй, устами, словами говори. Повторяйте за мной молитву от всего сердца. Скажите: всемогущий Бог, всемогущий Бог, я благодарю Тебя за жизнь, который Ты мне даровал. Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий, пришел на эту землю, взял на себя мои грехи, пострадал за меня, умер за меня и воскрес в третий день. Иисус Христос, я грешный человек, прости мои грехи, войди в мое сердце, живи со мной, будь моим Господом, моим Спасителем, моим Богом. Я верю в Тебя, Иисус, и принимаю Тебя. С сегодняшнего дня Иисус Христос, мой Господь, Иисус Христос, мой Спаситель, Иисус Христос, мой Бог. Я доверяю свою жизнь в руки Твои, Господи. Живи со мной, живи во мне, живи через меня, храни меня от всякого зла, наставь меня на путь истинный. Во имя Иисуса Христа. Аминь.